Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Сегодня я остановлюсь на тех вопросах, которые связаны с средневековой Казанью, относящейся до того времени, когда началось строительство Испанской башни и той истории города, которая уже складывалась в рамках российского государства. Именно до этих событий, говоря об этом времени, надо сказать, оно, к сожалению, очень фрагментарно и практически не отражено в письменных источниках, за исключением, наверное, одного события, более-менее описанного и представленного. Это взятие города 1952 года, 1552 года. И, безусловно, что было до этого, как это могло быть, оно носило в значительной степени гипотетический характер, и даже если брать историографию, публикации по времени предшествующего события 1952 года, мы можем увидеть, что у авторов и письменных источников это практически информация, которая не отражена. Но здесь важно отметить те возможности, которые таит в себе историческая наука, и одно из ее важных направлений — это археология, с развитием тех инструментов, методов, подходов, знаний, накопления, понимания каждой из эпох. Археология стала выступать не меньшей, и в части случаев истории одним из определяющих понимания сложения самого человечества, это для древних периодов относится, и часто в средневековый период рассматривалось часто как вспомогательное, но, опять же, здесь развитие знаний, опыта, накопленного многими поколениями ученых, позволило выйти на те подходы понимания, получаемых в результате археологических исследований, в реконструкции и осмыслении не только конкретных предметов, но и событий, и их оценки для каждой из периодов и этапов. Говоря об исторической топографии, я несколько остановлюсь вначале на вопросах, связанные с тем, как это исследовалось и на какой основе, на какой базе шло понимание, осмысление тех материалов, которые получались в ходе археологических исследований. И следующий вопрос, это связано непосредственно уже с археологией, которая позволила выйти на ряд новых пониманий и реконструкции Казани этого времени. Говоря об том, как были представлены наше понимание об истории Казани в момент ее основания, здесь надо отметить, что эта проблема, связанная с возникновением Казани, ее местом в истории Восточной Европы, всегда занимала важное место, так как ее роль, которую она сыграла в период Казанского ханства, всегда вызывала к прошлому этого года большой интерес. И такие первые попытки были приняты еще в XVIII веке в известной работе Рычкова, где он, суммируя противоречивые данные в письменных источниках, даже в своей работе называет несколько дат возникновения Казани. В одном случае в своей работе он указывает на XIII век, в другой части указывает на XIV век, а потом и на XV век. Подобная же ситуация наблюдалась и в письменных источниках, и в других материалах, связанных с ранним временем. И, безусловно, последующие работы наших казанских в значительной степени ученых, исследователей, краеведов, это и Чернов, это и Рыбушкин, это работы, связанные исследования Артемьева, работы, вышедшие в казанских ведомостях неизвестного автора, посвященные ранней истории Казани, давали размышления о времени возникновения, и всегда возникала эта дискуссия. Наверное, одно из наиболее такой обобщающих исследований в XIX веке и практически до начала XX — это работа Шпилевского, где он пытается, собрав все имеющиеся письменные источники, выйти к пониманию времени возникновения, и в это же время будет проходить и дискуссия относительно возможного юбилея Казани, ее 500-летия. И в этих работах закрепляется понимание, что Казань в письменных источниках впервые появляется в XIV веке. Но очень интересная резолюция Общества археологии, истории и этнографии, куда обратилась городская дума Казани с просьбой высказать мнение
ученых и исследователей о времени возникновения, они пишут, что, к сожалению, имеющихся письменных источников недостаточно, и данный факт, указывающий о дате Казани, указывает на время уже существования города, и, возможно, он имеет более древнюю историю. И только последующие исследования позволят нам уточнить этот вопрос, связанный с временем возникновения. Это было в 90-е годы XIX века. И, безусловно, эта тема, она оставалась и присутствовала в работах. Здесь надо отметить, наверное, таких наших крупных исследователей, посвящавших именно этому вопросу свои исследовательские работы. Это и Худякова. Особо я отметил бы Николая Филипповича Калинина. Им было начаты первые планомерные работы в Казани. Они начинались в 20-е годы. Он первые археологические профессиональные наблюдения в городе проводил. Он участвовал в экспедиции 28-29 года известных советских ученых Башкирова и Бороздина в Казани. Именно тогда были выделены культурные напластования, и Николай Филиппович в его исследованиях и исследованиях авторах этого времени было отмечено, что в Казани имеется культурный слой, который отражает период существования города до XVI века. И он представлен хорошо сохранившимися горизонтами до 1 метра и позволяющий исследовать этот период. И в последующем Николай Филиппович обращался к этой теме и в 40-е, в 50-е годы им велись исследования, был накоплен обширный материал, подготовлена большая им работа «Казань с древнейших времен до XVIII века». Это исключительная по своей ценности и значимости его докторская работа, докторская диссертация. К сожалению, он ее не успел защитить, и она сохранилась в архивах. Теперь вот Казанский Кремль готовит издание этой его работы. Мы надеемся, что сможем увидеть его исследование. В этой работе изложена его концепция видения возникновения города, стадий, этапов развития, как он формировался. Он в этой работе исходил из концепции, что, возможно, на Кремлевском холме еще в XIII веке возникает небольшое поселение, но городом здесь он формируется только к концу XIV века. При этом в исследованиях его одного из близких коллег, друзей, основоположника советского и российского благороведения Алексей Петрович Смирнов уже тогда в своих работах и в критических переписках с Николаем Филипповичем отмечал, что он рекомендует обратить внимание на нижние горизонты, из которых происходят предметы, имеющие дату не позднее XII века. И в своих работах Алексей Петрович Смирнов уже в 50-е годы отмечал, что Казань как поселение, вероятнее всего, формируется не позднее XII века. И этот их такой научный вопрос, который они задавали друг другу, он оставался открытым и требовал, безусловно, продолжения исследований. И здесь особое место, безусловно, занимают работы, которые инициировал и вел в Казанском Кремле Альфред Хасанович Халиков в начале 70-х годов. Здесь начинаются работы вместе с другим исследователем, казанским известным археологом Львом Сергеевичем Шавохиным. И в результате многолетних работ в течение 70-х годов ежегодно велись почти что здесь работы. Впервые именно в работах Халикова было выделены стратиграфические горизонты, распределенные по периодам и этапам становления города. Именно этапы поселенческой истории в результате жизнедеятельности человека на территории Казанского Кремля шло формирование культурного слоя, то есть слоя жизнедеятельности людей. И им тогда был выделен горизонт, так называемый пятый слой в стратиграфической шкале Казанского Кремля, который Альфред Хасанович датировал не позднее XII века. Не позднее XII века. При этом надо отметить, что в результате его работ было сделано очень важное наблюдение. Оно является одним из основополагающих в понимании и стадии развития города. Им было установлено, что слои, начавшиеся формироваться на территории Казанского Кремля, имеют свое последовательное непрерывное накопление.
то есть с момента основания до современной истории, город развивался на этой территории непрерывно и представлял собой единое поселенческое пространство и историю одного поселения. Второе очень важное наблюдение, которое было сделано Халиком в этот период, он первым нашел остатки первых укреплений Казани, которые связаны именно с этим горизонтом, что подтверждало, что здесь существовал небольшой городок, город, площадью около 5 гектар. Для того времени это небольшой средний город, потому что обычно для этого времени, если это был бы маленький замок или что-то, территория была бы намного меньше. 5 гектаров — это очень большая площадь. И на всей ее территории фиксировался культурный слой, указывающий на заселенность ее территории. Это были важные результаты тех работ, которые были сделаны в 70-е годы, и, безусловно, они легли в основу и последующих работ. Альфред Хасанович проводил работы и в 80-е, и 90-е годы, вел работы на территории города Казани. Собранные им материалы позволили проследить динамику развития города и остатки фортификационных сооружений и XVI века, остатки укреплений города ханского времени, и высказать гипотезу о как шла динамика развития города, как шло расширение и какие территории и какие объекты локализуются на том пространстве, которое город занимал в XVI веке. К сожалению, его тоже последняя работа при жизни, она не получила свое освещение, была утрачена. К сожалению, текст его книги, которую он готовил, она не сохранилась. Имеются только небольшие фрагменты, там по 10, по 5 страниц. То, что он черновики свои распечатал, он печатал ее на компьютере, компьютер, к сожалению, не сохранился. И диски не сохранились, кстати, фрагменты его книги, хотя отдельные их положения он представил в виде серии статей, но все равно это не цельная работа, которая была им подготовлена. Но также имеем только некоторые его работы, это по исследованиям 70-х годов, ряд отдельных публикаций, которые касаются 80-х годов, а вот такой структурированной работы, к сожалению, он не завершил ее, она не получила возможности увидеть для историков, исследователей и всех интересующихся историей. В 90-е годы работы носили обширный характер на территории Казанского Кремля, они были связаны с реконструкцией и благоустройством территории. Просто вот для понимания я вам назову площади археологических исследований, которые проводились. Вот, Николай Филиппович Калинин за период с 20-х годов до конца 50-х годов площадь исследований археологических на территории Казанского Кремля и прилегающих к нему территориях составила чуть более 200 квадратных метров. Работы Альфреда Хасановича Халикова, который вел эти работы, представляли собой и охватывали площадь где-то около 2500 квадратных метров. Работы, которые были проведены в 80-е, то есть в 2000-е, в конце 90-х и в 2000-е годы составили общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. То есть, если говорить, это где-то около 3 гектар. Для понимания, Казанский Кремль занимает 13 гектар. Площадь его застройки с зданиями и сооружениями занимает около 5 гектар. То есть вот исследованность работ этого времени позволила увидеть историю Казанского. За пределами Казанского Кремля вот к сегодняшнему дню исследовано общей сложностью около 40 тысяч квадратных метров археологическими раскопами в разных частях города. Но это разрозненные материалы, которые проводились за все время исследований, позволили структурировать понимание истории города. И, безусловно, вот эта история становления и развития знаний по археологии Казани, она сегодня дает нам выйти на те вопросы и реконструкции города, начиная с XI века, и проследить, как он развивался и изменялся на каждом из этапов. Безусловно, каждый этап, он иллюстрирует изменение и политического статуса, и изменение его включенности в определенные исторические процессы в регионе, что сказывалось на динамике и особенностях города, о чем я и покажу. Говоря о том, что
мы имеем, вот исходя из письменных источников, на что можно опираться, как я уже вначале сказал, это в основном материалы, относящиеся к XVI веку, это материалы, представленные в русском летописании, это царственная книга, это Казанский летописец, это Песцова книга 1565-68 года, которая наиболее близка к событиям, которые были связаны с периодом Казанского ханства. Для более ранних периодов это картографические материалы. Надо отметить, что самое раннее появление Казани на картографических материалах, то есть города, где обозначение города, который находился на месте Казани, оно относится к XIV веку, к середине XIV века, в западноевропейских, но название этого города обозначалось латинским обозначением города-крепости и обозначалось Кастарина Кастрома, потому что на латинском крепости, а в 15 веке, там, где находится Казань, будет такая надпись «Кастарина-Казань». Это уже картах 15 века. То есть то, что картографы локализовывали на изгибе Волги в слиянии Казанки выше устья Камы Волги город, и он на всех картах середины XIV века фиксируется под одним названием, а в XV веке он обозначается Кастером Кастарина, это, вероятнее всего, как раз указывает на его происхождение. Я не буду сейчас останавливаться на дискуссиях и на вопросах, связанных с происхождением названия Казани. Это отдельная большая тема. Вот, если будет интересно, можно будет на эту тему поговорить отдельно, потому что в действительности это материал, требующий отдельного представления. Просто говоря об этих происхождениях и изменениях, оно носит очень важное место в понимании того материала и источников, которые имеются. Говоря о расположении и нахождении Казани и ее локации, надо отметить, что город находится именно на изгибе Волги. С этой стороны открываются хорошие с высокого Кремлевского холма просторы и возможность наблюдать как вверх, так и вниз по Волге. Это, наверное, одно из наиболее таких важных военно-стратегических мест, которое обеспечивало контроль над Волгой. Тем более фарватер Волги именно подходил к этому берегу, и корабли вынуждены были по течению, как идущие сверху, так и вниз, по фарватеру подходить к этому месту. То есть это становилось важным логистическим, торговым, экономическим, военным, политическим местом в регионе. И, безусловно, как я говорил, вот даже если посмотреть по структуре исследованности Казани, вот плотность полевых исследований, которые на территории Казани. Здесь материалы представлены к началу 2000-х годов, сейчас их намного больше, и они отображают большую структуру. Это для того, чтобы вы представляли, мозаика вот этих археологических исследований при своей точечности, она дает хорошую сетку и позволяет увидеть разные части города на разных этапах развития. Город, его место, оно занимало именно стратегическое место, и с древнейших времен привлекало к месту как объект для заселения. И с этой точки зрения именно география и местоположение, рельеф Казанского Кремля, слияние рек, существование на его территории больших водных пространств, заболоченных, озерных, это делало его, естественно, неприступной территорией, и высокий холм представлял для этого очень важное место для обеспечения этой безопасности. Если вот посмотрим более ранние периоды и материалы, то на территории Казани представлены материалы, которые относятся к эпохе и палеолита, и мезолита. Наиболее ранняя стоянка древняя на территории Казани, она находится во дворе главного здания Казанского федерального университета. Там одно из древнейших поселений, которое около 20-40 тысяч лет. При этом на территории Казанского Кремля есть и материалы, которые относятся к эпохе мезолита. Это период, охватывающий около 5-7 тысяч лет до нашей эры, и вот эта привлекательность этого места, его поселенческая, она сохранялась во все периоды, и в эпоху бронзы, в эпоху раннего железа. Говоря об эпохе бронзы, надо отметить, что на территории современной города Казани появляется первое укрепленное поселение, оно находится недалеко от улицы Новаторов, это остатки укреплений где-то около
5000 лет. Они сохранились прекрасными валами, укреплениями и представляют очень интересный объект с точки зрения и ландшафтного, с остатками валов, ну и для археологии, так как этот период и материалы представляют большой интерес. Говоря о материалах более позднего времени, очень важную роль составляют картографические материалы. При всей своей структуре и позднему времени в ходе исследований удалось установить, что практически до начала XIX века сохранялись отдельные объекты и периоды Казанского хаоса. Только к 30-м годам XIX века будет окончательно разобрано здание, которое мы идентифицируем с мечетью Кул-Шариф. Это вот разные виды этих Казани, и здесь очень важна и динамика, и структура, которая позволяет увязывать и планиграфию, и сами объекты. Особенно здесь важно понимание ханского двора. Вот здесь в этой части вот представлен один из планов конца XVII века. Здесь еще существуют и остатки здания мечети Кул-Шариф. Здесь еще есть и ханский мавзолей, и ханский дворец, которые будут разобраны где-то в начале XVIII века окончательно и со строительством обер-комендантского дома. Вот этого здания, комплекса. То есть при этом все эти материалы, они работают именно в совокупности и в структуре исследовательских материалов с археологией. Просто идентифицировать объекты, рассматривать эти карты крайне сложно и затруднительно. При этом важно отметить, что здесь на этих картах отображаются эти изменения, которые претерпевал город в XVII веке. Говоря о исследованиях по Казани, как я говорил, особое место занимает вопросы, относящиеся к событиям 1552 года. И здесь творческий потенциал исследователей был очень разноплановый. Ряд исследователей, в частности, вот в работах Заринского и современных некоторых наших ученых имеется отрицание существования Казанского Кремля как Кремля, хотя территория города представляет собой достаточно сложную и большую территорию. Современный ряд исследователей вообще отрицает существование посадской части и утверждает только, что существовала территория Казанского Кремля и не было осады посада, и город был очень маленький и небольшой. Это подходы, к сожалению, сложились еще в XIX веке. Была очень большая дискуссия наших известных историков, это петербургского военного инженера, ведущего исследователя фортификации Богдановского, и его дискуссия с нашим казанским историком Борисовым в нескольких публикациях сохранила вот вопросы понимания топографии города. Здесь вот наверху представлен вариант структуры Казани и ее размещения, который предполагал Николай Филиппович Калинин. Он включал сюда часть своих археологических материалов. К сожалению, его предположения при последующих исследованиях претерпели изменения. Я это показываю вот том многообразии подходов, которые существовали в исторической науке при определении топографии структуры города. И в этих материалах видна вся та живость дискуссий, которая была вызвана ограниченностью письменных источников, потому что их было недостаточно, и исследователи, работая над этими документами, реконструировали тот образ, который получался. И, конечно, вот именно работы по археологии позволили выйти на понимание этих вопросов. Период средневековый Казанского, то есть период средневековья с древности до Казанского ханства, он показывает, что нам сегодняшним исследованиям зона распространения культурного слоя и локализации отдельных объектов, которые существовали на территории города Казани по уровню исследованности на сегодняшний день. И центральная часть города, она к периоду середины XVI века занимала около 270-300 гектар. Это вместе с укрепленным посадом и неукрепленными предместьями. Укрепленный посад, по нашим исследованиям, он занимает где-то около 70 гектар, а Кремль представляет собой территорию около 10 гектар. Но мы с вами сейчас остановимся чуть-чуть на более ранних периодах, на топографии и структуре Казани XI-XII века.
Говоря о этом времени, надо сказать, что город, как я говорил, представлял собой очень сильно защищенный крепость. Город возникает в XI веке, его возникновение связано с рядом обстоятельств, вызванных с изменениями внешних факторов. В этот период Волжская Болгария, которая свои торговые интересы направляла далеко до Балтики, входит в очень сильное противостояние с усилившимся и игравшим все большую роль русскими княжествами, особенно с Владимиром Суздальским княжеством, с эпохой Юрия Долгорукова, Андрея Боголюбского. И, безусловно, эти противостояния, они отображены в письменных источниках, и стремление создать определенные военные рубежи для безопасности внутренних районов Волжской Болгарии, строятся крепости, и в этот период возникает и Казань. Мы фиксируем в территории города перед началом ее построения, вероятнее всего, рос лес. Это получается, по результатам исследования остатков спор. Лес был сожжен, если вот поэтому видно, что нижняя часть фотографии имеет темный свет. Это слой угля и сажи, который сформировался в результате сожжения леса. После расчистки площадки на Кремле начинается строительство холма и возводится вал. Вот здесь видно вот оранжевым цветом изображен возвышение вала. Она имела высоту около 3 метров, в основании где-то около 10-12 метров. С глубоким рвом, вот здесь видно углубление рва, ров имел ширину более 20 метров и глубиной также более 15 метров. Это Тизицкий овраг, известный по более поздним источникам и описаниям Казанского Кремля. Он засыпается к концу 18 века. Вот здесь вот видна деревянная мостовая, вот она здесь, разрезанные бревна. Это мостовая, и он окончательно был засыпан только к второй половине 18 века и функционировал как территория уже ровной относительно площадки в Казанском Кремле. При этом надо отметить, что сначала были древоземляные укрепления, а в последующем будут возведены еще каменные укрепления, которые будут проходить по периметру. Я вам покажу, как они выявлены были в ходе археологического периода. Возведение каменных стен относится к концу XII, началу XIII века. По радиоуглеродным датам мы фиксируем достаточно широкий слой пожара в разных участках крепости, относящийся к концу XII, началу XIII века. Это особый период, когда был многочисленные походы Владимира Суздальских князей, Андрея Боголюбского и Всеволода Большого Гнездо. Вероятнее, в одном из походов город был взят, но потом он сразу отстраивается и уже строится с каменным укреплением. Вот здесь вот на этой фотографии вот видна такая каменная конструкция. Это как раз въездные ворота в Казанский Кремль, построенный в конце XII, начала XIII века. С ранним горизонтом представлен широкий комплекс вещевого материала, показывающий о повседневной жизни и быте людей в Казанском Кремле. Это керамика, которая бытовала в период X и уходит из употребления в начале XI века. То есть это как раз тот период, когда возникал город, и по комплексу вещей и материалов мы можем говорить о том, что именно в это время и возникает поселение где-то в начале XI века. Это материалы, связанные, относящиеся к вооружению воинов, бытовые предметы, детали женской украшений, бусы, подвески различные, у которых тоже хронологический ряд укладывается на период X, начала XI века, и указывающий на... И это совпадает, в принципе, и с радиоуглеродными датами, которые были получены в ходе исследований горизонта уничтожения леса на этой территории. Вот как эти все самые предметы, это вот предметы вооружения, предметы украшения, импортная посуда, поступавшая на эту территорию. Эти предметы, ряд из них имеет более широкую дату, отображающую историю города весь домонгольский период, XI, XII, начале XIII века. Здесь вот как раз я говорил, это остатки каменных укреплений, которые были выявлены в разных частях города по периметру. Сохранившаяся высота в отдельных участках достигает до
2-1,5 метров. Это кладка из плетника. Ширина стены достигала где-то около 2-2,5 метров. Где-то в 15 веке, вот на этой фотографии видно, стена обрушилась по склону холма, и мы по всему периметру видим следы разрушения стены. Вероятнее всего, это было вызвано ветхостью и, естественно, процессом разрушений. Каких-либо преднамеренных таких разрушений мы не фиксируем. В этот же период строится очень интересная каменная башня. Вот она около башни Сюмбейки. Один фундамент ее сегодня законсервирован, его можно увидеть. Это остатки квадратной башни 3,5 на 3,5 метра. Глубина фундамента где-то около 4 метров. Показывает, что башня была очень высокой. Чтобы такой фундамент сделать, они изначально строили для башни. То есть история вот этой вертикали, которая связана с башней Сюмбейки, она уходит еще в 12, а возможно в 11 век, когда, вероятно, она была деревянная, а в 12 веке была перестроена. Эта башня просуществовала тоже до 15 века. На ее фундаменте, частично ее фундамент использован для фундамента мавзолея казанских ханов. Это предметы, которые относятся к эпохе уже золотоордынского времени. Это так называемая кашинная поливная керамика, поступавшая на территорию города с Нижнего Поволжья и Центральной Азии. Мы отмечаем, что, и о чем я и говорил, Альфред Хасанович, последовательность развития города. Каждая эпоха представлена теми предметами, которые возникали и доминировали в тот или иной период. Подобный тип изделий возникает где-то к концу 13-го, началу 14 века и получает широкое распространение во всех городах Восточной Европы в это время. Город в это время оказывается утрачивает ту свою роль, которую играл в Волжской Болгарии, пограничной крепости. В период Улуса Джучи, Золотой Орды, пограничные те противоречия, которые существовали между Владимиром Суздальским князьями и Волжской Болгарией, уходят, и возникает новое политическое пространство, и город становится частью волжской торговли, и он функционирует в тех размерах, которые формируются в укреплениях домонгольского времени. При этом посад и территория города расширяется. Мы отмечаем материал вот такого круга по всему Кремлевскому холму до того места, где сейчас находится главное здание университета, а также на территории, где находится Богородицкий монастырь. Вот эти территории в период 14-15 века постепенно начинают осваиваться и заселяться. Остатки жизнедеятельности людей, их бытования представлены вот подобного типа материалами и предметами. В период Казанского ханства город разрастается. Вот это как раз та территория, о которой я говорил. Вот с укрепленным посадом и Казанский Кремль, они занимают около 70 гектаров. А общая территория, где мы фиксируем культурный слой, по нашим исследованиям, его зона распространения занимает где-то вот 270-300 гектар. При этом возникает вопрос, большой ли это город, с чем его можно сравнить. Здесь очень интересное упоминание у Андрея Курбского, одного из участников штурма города. Он говорит, что город Казань большой. Андрей Курбский — это человек, который ездил по Европе, видел много и других городов, и его свидетельство очень важное для понимания. И при этом он делает еще одну оговорку. Чуть меньше Вильна. Чуть меньше Вильна. Для понимания и для представления, Вильна этого же времени имел Кремль около 12 гектар, укрепленная часть посада Вильна достигал 90 гектар, а площадь неукрепленная у Вильна в это время достигала около 300-350 гектар. Действительно, те свидетельства, которые вот оставил Андрей Курбский, они, вероятнее всего, и отображают. При этом важно отметить, что это позволяет выйти и на понимание численности, вероятнее всего, населения, которое жило в городе в это время. Известно, сколько жило в это время в Вильно, и структура, и поселенческий, археологический материал показывает близкую интенсивность освоенности территории города. Вильно в это время проживало более 20 тысяч человек. То есть в Казани, вероятнее всего, вот в этом территории проживало такое же количество населения, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, но это вот отображает тот период. При этом у Казани были и пригороды, вот здесь вот обозначены поселения, где также фиксируются культурные слои периода Казанского ханства. Это Бишбалта, это Ягодная, Зилантов монастырь и другие территории. Это те
сельские поселения, которые формировали округу города, и складывалась эта структура. Возможно, вот с учетом этих материалов, то здесь, возможно, проживало где-то до 25-30 тысяч человек. Это вот то, что формировало город Казань и такую его ближайшую структуру. Здесь очень важно результаты, полученные на территории Казанского Кремля. Мы здесь в результате археологических работ нашли планировку улиц. Нами выявлено около 9 линий улиц с жилой застройкой. И здесь они коррелируются с письменными источниками. Когда читаешь «Взятие города Казани», там написан сюжет: в городе теснота большая, на конях проехать невозможно, и воины прыгают с крыши на крышу. Ну, трудно было себе представить, что это такое из современного нашего понимания. И действительно, когда мы начали исследовать, получается, что ширина улиц составляла где-то около 2-2,5 метров. Дома были очень плотно друг к другу построены. Усадьбы не превышали площади 70-80 квадратных метров. Это между домами расстояние не превышало 3 метров. То есть действительно на таком расстоянии можно было и перепрыгать, и на конях в 2-метровой улице не проедешь. И это концентрируется в северной части. Если мы уходим чуть-чуть южнее, то эта плотность уменьшается. Это еще один из признаков того, что эта территория была укрепленная. То есть в той укрепленной части люди стремились состоятельные, и те люди, которые обладали возможностью наиболее плотно обладать своими имуществом, обеспечить безопасность. И в ходе исследований работы Николая Филипповича были выявлены остатки рва и укреплений, которые относятся к периоду Казанского ханства. Они известны и по Песцовой книге, упоминаются как «старые городни». И работая вот с этими материалами, удалось локализовать и каменные здания. По описаниям и упоминаниям ханской Казани во второе время штурма говорится о 5 зданиях в разных источниках, если все суммировать. К их числу можно отнести это ханский дворец, мавзолей, ханскую мечеть, мечеть у шерифа. По Песцовой книге Николая Филипповича поделяется 5 каменных зданий. На сегодняшний день нами выделено 4 здания. Это здание в сквере, которое мы идентифицируем с остатками мечети Кул-Шариф. Оно совпадает и расположением, и теми военными действиями, которые происходили около ее стен. Археологически под каменными стенами мы нашли большое количество наконечников стрел, погнутых об удар каменные стены и железные наконечники стрел. Они здесь в экспозиции в музее есть, их можно даже здесь посмотреть. Это пищальные пули, указывающие на ожесточенность боев, которые проходило у этих стен, о чем и описывается в Песцовой книге. В результате сражения около этой мечети и погиб Кул-Шариф со своими учениками. Это остатки ханского дворца, это очень большое здание, оно имеет размеры почти 20 на 20 метров. Для понимания, то есть маленькое или небольшое, да, то есть вот основное здание Благовещенского собора, построено в 65-68 году. То, что мы сейчас видим, это уже позднейшие реконструкции, и площадь, безусловно. Первоначально Благовещенский собор имел размеры 22 на 22 метра. При этом надо отметить, что у ханского дворца глубина залегания фундамента была около 3 метров, чтобы, то есть это предполагает, что наверху было очень высокое здание, что фундамент изначально предполагал, что он, вероятно, был 2, а возможно и 3-этажное здание, которое представляло собой центральное каменное здание. Были найдены остатки ханского мавзолея. Сейчас завершается вот работа по подготовке. Мы тоже надеемся совместно с Казанским Кремлем при поддержке правительства Республики Татарстан в ближайшее время издать большую работу. Завершилось исследование антропологов, палеогенетиков, и эти материалы прошли сравнительный анализ, и в ближайшее время вот выйдет большая работа коллектива авторов, у 20 исследователей, которые по разным направлениям исследовали остатки как архитектурных, так и антропологических, исторических, археологических материалов, указывающие на том, что это действительно ханский мавзолей. При этом захоранивать на этом месте начали в самый ранний период Казанского ханства, и у нас есть предположение, что там могут находиться одно из захоронений, связанное и с Улуг-Мухаммедом. Безусловно, это гипотеза, потому что не все погребения были скрыты, там 2 мастаба, они не исследованы, исследовано только
6 захоронений, 2 представляют собой сохранившиеся хорошие архитектурные сооружения, поэтому мы не стали их разрушать. Это цельные объекты, они представляют собой историческую ценность. Последующие работы, возможно, выйти к неразрушающими. И найдены были остатки ханской мечети, мы его условно называем. Это большое тоже здание, оно имеет в ширину около 10 метров и в длину около 30 метров. Тоже с глубоким фундаментом, уходящим 3-3,5 метра от уровня ее строительства, то есть это представляло собой большое здание. При этом надо отметить, что вот эти объекты были вот по археологическим материалам разобраны только к XVIII веку. При этом надо отметить, что в этой части города и в Кремле, вероятнее всего, находилось связанное с большим достатком, особенно в ханском дворе. На это указывают многочисленные наши материалы. Это вот с ханского двора, это и китайский фарфор, и предметы, поступавшие сюда различными импортами. На территории города встречаются и предметы христианского культа. Мы знаем здесь о пребывании русских купцов и воевод, и в отдельных местах встречаются вот достаточно очень высокохудожественные изделия личного благочестия, которые были найдены на территории Казанского Кремля. Это обширные предметы повседневного быта и многочисленные архитектурные детали внешнего декора зданий в районе Ханского дворца. К сожалению, они не сохранились, то есть ниже, то есть на уровне только фундаментов, но предметы, которые выходят, показывают, что это были очень, как и говорил Андрей Курбский, величавые, прекрасные здания, и восхищался, чем и Иван Грозный, говоря, что город прекрасен. И вот эти свидетельства. При этом очень много предметов и ремесленной продукции, указывающей на развитие здесь одной из таких важных, например, очень многочисленных находок, мастерских, найденных. 3 таких зоны мастерских в Казани найдены. Это под Кремлем и в районе здания Академии наук, кожевенных мастерских периода Казанского ханства. Было, безусловно, развито и керамическое производство, которое на территории в разных частях очень хорошо представлено. Из фортификационных сооружений всегда была дискуссия, был ли город каменный или деревянный. В ходе наших исследований удалось найти остатки и каменных укреплений, каменных башен. Это связано с Казан-ханским двором. Вот эта черная линия квадратов связана с укреплениями ханского двора. Здесь найдены нехарактерные для русского строительства квадратные башни без внутренней стены. Подобный стиль строительства характерен для южной традиций, связанных с генуэзской, итальянской традиции. Подобные вещи мы видим, например, в Кафе, можем в Салхате увидеть. По письменным источникам, опять же, есть упоминание, что в Казанском Кремле строили именно итальянские мастера, на то, что указывает переписка Менгли-Гирея с Иваном III в начале XVI века. И по археологии, историческим материалам, по стратиграфии эти объекты были построены где-то в эпоху Мухаммед Эмина. Как раз эти, вероятнее всего, объекты связаны с влиянием здесь тех традиций, которые складывались в эпоху Ренессанса. И такая неизвестная страница в истории европейской архитектуры, которая требует свое изучение и в Казани. Одно из ярких вот элементов топографии — это, безусловно, расположение и структура города. По нашим материалам, вот расположение города, вероятнее всего, оно представляло собой такую структуру. При этом надо отметить, что оно реконструируется по песцовой книге 65-68 года. Вот эти линии стен в эту сторону, и эта линия стен в эту, и эта стена, отдельные участки, сохранившиеся старых городней, позволяет трассировать эту линию и выйти к пониманию структуры старого посада. Там говорятся, указываются в песцовой книге линии стен старого посада, линии укрепления этого времени. И на сегодняшний день, вот благодаря и археологическим работам, были найдены линии укрепления рвов в этой части. Здесь отдельные элементы городской застройки, которые найдены были в Казанском Кремле, жилой застройки с уличными мощениями, с линиями улиц, с домами, которые погибли в пожаре
1952 года. Это территория вот ханского двора. Вот видно, квадратики — это основание домов, сгоревших в пожаре 1952 года. Вот если посмотреть по плану, вот между ними около 2 метров, между двумя этими квадратиками. Это жилые дома, которые стояли в ханском дворе, и о чем я говорил, вот эта плотность застройки была очень характерна. Это вот тоже постройки зданий периода Казанского ханства. Об этом уже говорил, но чуть-чуть еще раз восстановлюсь. Это вот та самая стена, которая была связана с периодом Казанского ханства, вероятнее всего. Она в Песцовой книге упоминается как участок стены, достигавший где-то около 120-130 метров и не соединенный несколькими из укреплений. В ходе наших исследований удалось установить, что именно этот маленький фрагмент и был, вероятнее всего, частью стены, который существовал и описывал как Андрей Курбский, говоря, что тут находится Великая башня, и она составляет большую угрозу для войск, с которой его войска терпели большой урон. Ну, вот это как раз, видимо, остатки той самой Великой башни, которой участвовал непосредственно и Андрей Курбский. Он взошел на нее, она была взята, и они как раз оказались в зоне ханского двора. Это вот ряд объектов археологических, о которых я говорил. Это остатки как раз здесь, это мавзолеев, это остатки мечети Кул-Шариф, это исследование ханской мечети, а это уже непосредственно сам ханский дворец. Разные подходы в реконструкции этих зданий, они как раз иллюстрируют тот исследовательский подход, который был. Но в результате вот архивных исследований, археологических работ удалось найти план, сделанный после пожара 1815 года известным нашим казанским архитектором Шмидтом, здание архиерейского дома. Если мы здесь посмотрим, на втором этаже никуда уходит круглая винтовая лестница, вероятнее всего, это остатки минарета, которые здесь были, они находятся в этом здании. При этом контуры здания совпали с остатками зданий, которые мы нашли здесь в периода Казанского ханства. Внутри зданий было найдено несколько кладов, которые, вероятнее всего, были закопаны как раз в 1952 году под пол этого здания при вскрытии в районе фундаментов. Вот здесь две крайние точки. Было два наклада, как раз относящихся к 50-м годам XVI века. Вот возможная реконструкция этого здания, как она могла выглядеть в этот период с учетом особенностей. Это делали специалисты, реставраторы, архитекторы. Это по зданию ханского дворца. Возможно, тоже реконструкция. Но, к сожалению, сохранились только нижний ряд фундамента. Верхняя часть не только здания, но и фундамента, к сожалению, не сохранилась. Это вот здание мечети, оно состояло из двух частей. Первоначально было построено в 15 веке, во второй половине. В начале ханская мечеть, вот около башни Сюмбеки, она уходит под башню Сюмбеки и примыкает к зданию Введенской церкви. Это остатки мавзолея, оно частично уходит под Введенскую церковь. Вот, вероятнее всего, вот такое здание, оно 7 метров в ширину и 18 в длину. Здесь как раз захоронение, возможно, вот вид этого здания, как он мог выглядеть. Это как раз захоронение. Два человека вот по полигенетике. Это получается сын с отцом. И как раз они идентифицируются с материалами, указывающими, что... То есть, сын, то есть внук и дед, так получается. То есть это хан Махмуд и Мухаммед Имин, его внук. И по полигенетике именно такая их последовательность выходит. Вот я говорил, что были, вероятнее всего, ранние захоронения. Это вот захоронение девушки, оно было сделано до строительства мавзолея, но в период Казанского ханства. То есть этот район, как зона такой элитарный, где хоронились люди, связанные с правителями Казани, она погибла, вероятнее всего, из-за перелома руки. Он не зажил, и следует предполагать, что у нее началась гангрена. И она от этого около 28-29 лет. Это как раз остатки ряда надгробий с территории, это, вероятнее всего, закладной камень в ханском мавзолее с небольшим фрагментом текстом, а эти надгробия, которые были найдены здесь, на территории Спасо-Преображенского монастыря, здесь на территории Спасо-Преображенского монастыря два горизонта
захоронений. Здесь есть и ханский горизонт, нижний, есть верхний, уже монастырский период. В нижних горизонтах вот встречаются вот камни, связанные с мусульманским временем существования здесь некрополя. Этот камень надгробный, он с территории гостиного двора, вот Казани. В 1801 году он был найден и в последующем передан в мечеть Маржани, и в 19-20 веке он находился там, и он сейчас, это как раз фотография из ниши мечети Манджари, где он и сейчас находится. Это могила человека, погибшего в 1950 году. Вот если говорить об целом завершении, о структуре города, то есть он имел динамику, то есть если первоначально часть, это вот оранжевая часть, потом на монгольский период начинаются небольшие, к 13 веку, зоны формирования поселений. В период Улус-Джучи, Золотой Орды, здесь вот светло таким бирюзовым, голубоватым цветом сделана эта территория периода Золотой Орды. Период Казанского город охватывает разные территории, формируется укрепленный посад, Казанский Кремль, и в этом плане как раз динамика развития и этапы города позволяют увидеть, как это происходит. Важно отметить, что в период Казанского ханства и за пределами Кремля формируются крупные архитектурные памятники. Это, можно сказать, Адаировые бани. Это в районе, где сейчас колхозный рынок находится, располагался. Было 2 или 3 каменные бани. 2 располагались под Казанским Кремлем, там, где сейчас вот остановки напротив цирка есть. Вот в этом районе были 2 каменные бани. И одна была там, где под холмом, внизу под Богородицким монастырем, где так называемые поганые озера, где были. Вот в этом районе локализуется еще одна из бань, и там хорошо фиксируются и материалы периода Казанского ханства. Их пока не удалось локализовать, но в целом понимание вот этого этапа истории города, особенностей развития, как фортификации каменных сооружений, вопросы, связанные с поселенческой структурой, с жилыми постройками, особенностями хозяйственной жизни, ремесленной деятельности. В результате этих исследований удалось представить в наших работах, они имеются в виде научных статей, отдельных монографий. Сейчас еще несколько работ тоже готовятся по Казанскому Кремлю, по Казани. Вот должна выйти, я надеюсь, в этом году и моя работа, посвященная археологии Казани XI-XVI века, посвященный как раз вот этим материалам. Ну, еще ряд книг, работ, коллег, и в том числе мы надеемся, что нам удастся завершить и публикацию докторской работы Николая Филипповича Калинина. Многие его положения не потеряли актуальность и сегодня, но, к сожалению, они не опубликованы, и ученые не знают о тех выводах и наблюдениях, которые были сделаны. Free audio post-production by alphonic.com